новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Интервью с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко смотрите 3 декабря в 21:00 в эфире телеканала Абаза ТВ. Географический диктант. Ежегодная акция Русского географического общества прошла сегодня в Абхазском госуниверситете. При поддержке компании «Аквафон» премьерой фильма «Моменты счастья» завершилась 10-летняя работа проекта Colors of Nation. Первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко дал интервью телеканалу Абаза ТВ и Абхазской государственной телерадиокомпании во время своего рабочего визита в республику. В ходе интервью Сергей Кириенко ответил на актуальные вопросы российско-абхазского сотрудничества, а также поделился воспоминаниями о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинбо. В 1999 году экс-премьер российского правительства Сергей Кириенко встречался с Владиславом Ардзинбо в Сухуми. Это абсолютный патриот Абхазии, при этом он был настоящим другом России, сторонником стратегического братского партнерства между нашими странами, отметил Сергей Кириенко. Конечно, вот все общение с ним – это абсолютный патриот Абхазии. Он отдал свою жизнь Абхазии, он всегда жестко отстаивал интересы Абхазии, но при этом он был настоящим другом России и абсолютным сторонником такого стратегического братского партнерства между нашими странами. С точки зрения моих личных ощущений, знаете, две, наверное, особенности. Первое, он был человеком без второго дна, вот совсем без второго дна. Да? Политика, она же, там много слоев, да? И ты привыкаешь к тому, что у человека, который в большой политике, надо там искать второе дно, потом третье, потом четвертое. А Владислав Григорьевич, не было у него второго дна. Он мог быть жестким, он мог быть очень жестким, но он был очень открытым. То есть, если он не согласен, он говорил, почему он не согласен. Если он занимал жесткую позицию, не надо было догадываться по косвенным признакам, почему и что ему не нравится. Он говорил, что ему не нравится, объяснял, почему. Интриги не было. Вот просто совсем не было интриги. А второе, тоже такое личное ощущение, он умел очень увлекать. Ты с ним разговариваешь, и ты незаметно, ты уже, да, ты как-то уже в его эмоциях, ты уже... В орбите ты уже как-то чувствуешь, что то, о чем он мечтает уже, и ты об этом мечтаешь. И мне кажется, что я понимаю, почему это происходило. Ведь эмоции – это такая штука, которая от человека к человеку передается только методом заражения. Оно по-другому не работает. Да? Для того, чтобы передать мечту, надо мечтать. Для того, чтобы передать любовь, надо любить. Для того, чтобы передать чувство патриотизма к своей стране, надо быть по-настоящему патриотом. Чтобы передать веру, надо верить. Вот Владислав Григорьевич на самом деле умел и любить, и мечтать, и верить, и делал это так ярко, что заражал этим всех окружающих. Вот у меня это ощущение есть по сей день. Интервью с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко смотрите 3 декабря в 21:00 в эфире телеканала Абаза ТВ. Накануне президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, находящиеся с рабочим визитом в Абхазии, посетили предприятие «Абхазская цитрусовая компания» в селе Пшап Гулрыбского района. Как сообщает пресс-служба президента, Гунба и Кириенко ознакомились с работой современного производственно-логистического комплекса, специализирующегося на заготовке, хранении, переработке цитрусовых. Основным рынком сбыта продукции компании является Россия, что подчеркивает важность развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. На предприятии создано 70 постоянных и 140 сезонных рабочих мест. В мае 2026 года планируется установка дополнительного итальянского оборудования для переработки цитрусовых и производства сока. Новости парламента. Парламентский комитет
по государственно-правовой политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, приостанавливающий действие закона о кадастре недвижимости до 1 июля 2027 года. Сегодня в Народном собрании Абхазии прошло заседание комитета под председательством Даута Хутаба. По мнению авторов, поправки необходимы, потому что сейчас нормы закона о кадастре не выполняются своевременно и в полном объеме. Это создает риски несогласованного правового регулирования и нарушения прав участников имущественных отношений, что требует временного приостановления действия отдельных законодательных актов до момента обеспечения необходимых условий для их реализации. Говорится в сообщении пресс-службы. Закон о кадастре недвижимости вступил в силу в Абхазии 1 октября. Делегация парламента Абхазии участвует в международной конференции в Москве по приглашению председателя Российской Государственной Думы Вячеслава Володина. Международная конференция «Роль взаимодействия фракций, политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» проходит в столице России с 1 по 3 декабря. Об этом сообщается на сайте парламента. Парламентскую делегацию возглавляет председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. В ее составе председатель комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергелия, председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Винори Бебе и заместитель председателя комитета по обороне и национальной безопасности Беслан Эмурхба. Выступая на пленарном заседании, депутат парламента Беслан Халваш подчеркнул, что эта конференция стала уже традиционным событием в международной повестке. Сквер дружбы Сухума и Нижнего Новгорода открылся в новом районе столицы. Мэр Сухума Тимур Аграба и Светлана Пампаева, председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода, открыли сквер и фонтан, аналогов которому нет ни в Абхазии, ни в Нижнем Новгороде. Подробности у Марианы Котовой. Открытие сквера дружбы Сухума и Нижнего Новгорода началось с памятника павшим бойцам Отечественной войны народа Абхазии. В этом сквере в период реконструкции заменили все. Остался только камень, на который собирали деньги всем новым районам после войны. В сквере появилось несколько зон для детского досуга. Рассчитаны они на разный возраст, а защищает их от проезжей части живая изгородь. По поводу изгороди. Измерили все расстояние от качели. Живая изгородь. Уже видите, лепесточки дали. Мы когда сажали, были просто «здравствуйте». А сейчас уже пошли листики, и эта изгородь вырастет до где-то метр 20. Она станет гуще и будет прям полотном. Там рассматривали разные варианты. Сделать в виде как ворота, да, футбольных. Металлические вот эти ограждения могут, наоборот, навредить ребенку. А потом, как вот волейбольная сетка, тоже получается, надо тогда на стыках могут повредить. А это самое безопасное ограждение. Оно вырастет, учитывая плодородную землю. По словам жителей нового района, они и мечтать не смели о том, что в этом месте может появиться современное пространство для досуга, выполненное так стильно и качественно. Во-первых, ландшафтный дизайн. Все изменило вообще положение этого бульвара. Это бульвар теперь как бы. Вот. Я желаю, чтобы люди, приходящие сюда, в первую очередь относились с благодарностью к этому великому труду, который все устроили люди. Дети отдыхают, взрослые гуляют. Но есть некоторые рекомендации, чтобы не выгуливали собак. Понимаете, нужно это все беречь. Это великие труды. Торжественная часть началась с награждения победителей в номинации «Лучший сухумский двор». Так вышло, что все три победителя – это дворы нового района. За первое место жители дома номер 8 по улице 30 сентября получили сертификат на благоустройство, а два других дома по оливковому дереву. Лучший сухумский дворик в 2025 году жителям дома номер 8 по улице 30 сентября. Это диплом. Здравствуйте, поздравляю. А это приз. Центральной частью торжества стало открытие светомузыкального фонтана. Право его запустить дали детям нового района. Кнопочку можно нажать и запустить наш фонтан. Запускай фонтан, включайся! Ура! Спасибо.
По словам Светланы Помпаевой, даже в Нижнем Новгороде такого фонтана еще нет. У нас такого фонтана в Нижнем Новгороде, как оказалось, нет именно с таким механизмом и с такой струей. И вчера, когда мы только запускали, мы думали, да, поделимся, а теперь у вас есть даже что-то лучше, чем у нас. Сегодня основная задача коммунальных служб, да и самих жителей нового района – сохранить сквер. По словам главы города Тимура Агарба, у сквера будет дирекция и штатное расписание. За порядком тут будут следить. Бюджет 2026 года мы сейчас уже просчитываем. Сумма, которая должна быть заложена. Здесь будут ответственные люди, которые ежедневно будут здесь находиться, обслуживать те зоны, о которых вы сказали, в том числе санузлы, так как без присмотра его точно нельзя оставлять. Поэтому за этим парком будет закреплена отдельная дирекция и штатные сотрудники. Проект сквера в новом районе реализован автономной некоммерческой организацией Агентства по сохранению и развитию городской среды и администрации Нижнего Новгорода в рамках международного экопроекта «Пространство дружбы. Нижний Новгород. Сухум». Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Информация правоохранителей. 3 машины столкнулись в микрорайоне Синоп в Сухуме, рассказал спутник Абхазии начальник ГАИ республики Дамия Авицба. Женщина на Nissan создала аварийную ситуацию, в результате чего 3 детей, находившиеся в Nissan, не пострадали. Водитель была доставлена в больницу с переломом ноги. В медучреждение попала еще 1 женщина. Другие участники ДТП также не пострадали. Уголовное дело в отношении Алмазхана Гумба и Алхаса Халваш передано на рассмотрение в Гудаутский районный суд. Гумба обвиняется в умышленном убийстве ветерана Отечественной войны народа Абхазии, героя Абхазии Отари Гумба. Халваш в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Преступление произошло 17 марта 2025 года в селе Лыхны Гудаутского района. 15 специализированных классов русского языка и литературы созданы в 14 школах Абхазии, сообщается на сайте Минпросвещения России. Они открыты в рамках проекта «Россия. Мои горизонты», который реализует Минпросвещение Российской Федерации при поддержке Минпросвещения Абхазии фондом «Моя история». Это важный шаг в укреплении гуманитарных связей. Русский язык является мостом дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Мы продолжим всестороннюю поддержку в развитии качественного образования и создании современных условий для изучения русского языка для всех детей Абхазии, отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В 15 классах было поставлено более 8500 единиц учебного оборудования и инвентаря. Классы отремонтированы и оборудованы ноутбуками, интерактивной доской, полным комплектом учебной мебели, учебно-методическими и дидактическими наглядными материалами, словарями, художественной литературой, настольными играми, демонстрационными материалами. Географический диктант. Ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества прошла сегодня в Абхазском государственном университете. Акция нацелена на популяризацию географических знаний, повышение интереса к науке и национальному наследию. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. Географический диктант – это ежегодная международно-просветительская акция Русского географического общества. Перед началом тестирования студенты прослушали видеолекцию о важности географии и истории, а также получили напутствие от настоящих космонавтов. Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Каждый год мы вместе с миллионами людей на Земле с удовольствием участвуем в этой акции. Для нас географический диктант – это особенное событие. Он позволяет нам, находясь далеко от дома, снова почувствовать связь с нашей необъятной Родиной. Берег Маклая и еще десятки имен исследователей Русского географического общества на карте мира. В их честь названы ледники, острова и города. Диктант в Абхазии традиционно собирает от 200 до 500 человек. В этом году участие в нем примут только 2 факультета ГУ, чтобы сделать мероприятие более камерным. Задания разделены на 2 блока, и на каждый вопрос участникам дается всего 20 секунд. Первый блок включает 10 вопросов, а второй уже 30.
За отведенное время нужно либо выбрать верный вариант, либо сформулировать собственный развернутый ответ. В географическом диктанте принимают участие 137 стран, помимо Российской Федерации, и вопросы присылают все участники. В настоящее время из 1500 вопросов были отобраны 40 вопросов, которые представляются аудитории для участия в этом диктанте. Мы не готовимся дополнительно к этому диктанту, потому что вопросы нам присылают накануне за 2-3 дня. Мы сами еще дополнительно проверяем эти анкеты. В каждой анкета отдается с зашифрованным кодом. Это мы выставляем на страничку Русского географического общества. Как отмечает Инга Таня, большинство вопросов легкие для наших студентов. Нужно лишь поразмышлять. В этом году в диктанте принимают участие 1-й и 2-й курс направления туризм, а также 1-й, 2-й и 3-й курс направления география. Мы узнали у студентов, которые 2-й год участвуют в диктанте, об их впечатлениях. Я пишу географический диктант не 1-й год, это уже мой 2-й год написания этого диктанта, и действительно я восхищаюсь тому, насколько Русское географическое общество позволяет и раскрывает потенциал своих каких-то ресурсов, возможностей, каких-то интересных открытий и действительно прививает любовь к изучению и любовь к географии. И в этом году отличается по сравнению с прошлым годом тесты, то есть вопросы, касаемо больше затрагиваться Великой Отечественной войны, там битва за Кавказ, но все равно переплетаются с географией. Сами студенты рассказывают, что в этом году затрагиваются различные направления истории и географии человечества. Один из участников географического диктанта, Смел Шулумба, поделился надеждой, что в этом году он сможет занять одно из призовых мест. В целом я не сильно готовился, но вопросы были схожи с учебными какими-то планами, также и в студенческой учебе касаемо были эти вопросы. И в целом в жизни какие-либо фильмы, статьи в интернете также могли иметь об этом информацию, поэтому в целом было знакомы некоторые вопросы. В целом методика очень простая, легкая, доступна для студентов. Это и касается и журналистов, различных знаменитостей, которые озвучивают вопрос. Они озвучивают четко, ты вслушиваешься и также легко понимаешь. И в целом от этого времени, естественно, достаточно, и человек успеет, я думаю, ответить. Сами преподаватели заинтересованы высокими результатами студентов, поэтому поощряют их памятными подарками и сертификатами за участие в конкурсе. Результаты победителей этого года будут известны в середине декабря. Также Географическое общество Абхазии планирует к концу учебного года провести абхазский географический диктант. Алиса Адлиба, Инала Гухава, Абаза ТВ. Премьерой фильма «Моменты счастья» завершилась 10-летняя работа проекта Colors of Nation. Общественно значимый социальный проект, традиционно представляющий Абхазию посредством искусства и творчества, завершил свою работу, собрав на премьерный показ фильма всех сопричастных и неравнодушных, давних друзей проекта и, конечно, генерального спонсора компании «Аквафон». На мероприятии побывала и наша съемочная группа «Слово ради Чичава». Проект «Моменты счастья» – своеобразный активатор счастливых воспоминаний. Для многих счастье – это только про что-то глобальное, а ведь на самом деле счастье складывается из мелочей. Незначительные события, которые мы иногда не ценим в моменте и случайно вспоминаем, могут невероятно вдохновлять нас в настоящем. Лавки счастья, созданные абхазскими художниками, были арт-площадкой, на которых каждый мог наполниться счастливыми моментами. Момент счастья, он находится внутри нас, всегда, везде. Моменты счастья. От работ именитого художника Ибрагима Чкаду, оставших частью повседневной жизни Абхазии, и выставки фотографа Константина Грицова в Израиле, до знаменитых лавочек счастья, знакомых, пожалуй, каждому жителю нашей страны. Проект Colors of Nation преображал республику, рассказывал о жизни и искусстве Абхазии и миру, замахивался на цели идеалистичные, но значимые, и ежедневно нес людям счастье, простое и понятное всем,
отзывающееся в сердцах людей счастье. Но сегодняшним мероприятием мы решили завершить свою 10-летнюю деятельность, которой мы посвятили очень много на самом деле и души, и физических сил, и стараний, и любви. Мы сделали очень много проектов разнообразных. Это не точка, это запятая, и, возможно, мы еще переродимся во что-то новое. Но в любом случае все эти 10 лет для нас были очень светлыми, очень добрыми. У нас огромное количество людей, которые нас поддерживало. Мы помним каждого, мы любим каждого, мы благодарны каждому и рады, что у нас был этот проект, и он состоялся. Аквафонд всегда был нашим главным спонсором, чаще всего генеральным, но бывало, что там при поддержке каких-то еще других спонсоров, но они всегда с первых дней стояли с нами рядом. Главная цель проекта – представить Абхазию всему миру через призму искусства глазами творческих людей. Каждый год на протяжении 10 лет команда проекта, состоящая из 3 неравнодушных, креативных и искренне увлеченных своим делом девушек, проводила масштабные акции в городах республики и за ее пределами. Традиционно компания «Аквафон» поддерживала проект. Сотрудничество с командой Colors of Nation длилось все 10 лет. От выставок «Два взгляда, две страны», арт-мозаика, спорт сквозь призму искусства и до проектов, помогающих развитию турсферы Абхазии или создающих привлекательный образ городов. Было много проектов реализовано, те проекты, которые тронули, можно сказать, сердца наших граждан. Были проекты, конечно же, которые были реализованы за пределами Абхазии. Основная их цель, на мой взгляд, это создать положительный имидж об Абхазии, показать Абхазию через призму искусства, глазами именно творческих людей. Сегодня мероприятие, некое подведение итогов, да, некий финальный аккорд, можно сказать, да, и немного печально, но все-таки, учитывая все эти проекты, которые они реализовали, мы будем вспоминать их проекты с теплотой, они останутся в памяти наших граждан, и мы, конечно же, компания «Аквафон» гордится тем, что мы причастны к этим мероприятиям. Компания «Аквафон» исконно друзья проекта и в день его официального завершения поддержали Colors of Nation. На премьере фильма «Моменты счастья», снятого по книге российского журналиста Алекса Дубаса, присутствовали многие сопричастные, друзья и партнеры, те, кто, соприкоснувшись с проектом, навсегда сохранил частичку его в своем сердце. Гости премьеры разделили с создателями те самые моменты счастья, мгновения, которые и создают жизнь. Идея возникла благодаря ведущему на «Серебряном дожде» Алексу Дубасу. У него есть книга «Моменты счастья». Всем очень рекомендую ее почитать, она замечательная. Мы с Алексом знакомы, и, в общем, мы встретились, обсудили, и как-то получилось, что и он, и мы мыслим одинаково. И он нам разрешил под его эгидой «Моментами счастья» сделать вот такой вот фильм. Начиналось все так, в 2017 году. Мы много сосредотачиваемся на чем-то плохом. И если я сейчас вам напомню о каком-то плохом событии, вы быстренько вспомните. А как оказалось, и это есть в фильме, когда людей просишь сосредоточиться на счастливых моментах, их это сложно. И наша задача, и задача фильма именно сосредотачивать людей, как-то направлять на что-то хорошее. Важная история, что у нас у многих есть восприятие, что счастье – это про что-то большое. Это какие-то важные, огромные по своей сути события, но, как правило, если мы начинаем фокусироваться на положительном, то счастье можно найти в мелочах. И если посмотреть в фильме, то можно увидеть, что счастье у всех совершенно разное. Оно может быть действительно как из грустных моментов, которые по итогам человеку приносят положительные впечатления сейчас, так и суперположительные. И они не всегда про глобальное, а как чаще всего именно про какие-то мелочи, которые очень легко в моменте найти и зарядиться. И как раз, наверное, идея была в том, чтобы люди заряжались моментами, которые были, и, собственно, фокусировались на них. Говорят, в конце всегда задумываешься о начале. На вопрос о достигнутых за 10 лет целях создатели проекта, пусть и слегка грустно, но улыбнулись. Получилось даже лучше, чем ожидалось.
Ведь проект Colors of Nation при постоянной поддержке компании «Аквафон» коснулся сердец многих жителей нашей страны. Что такое счастье, наверное, каждый задает себе этот вопрос. Может быть, не каждый день, но в какой-то определенный момент своей жизни. И думает, насколько он счастлив, и счастлив ли, вот вообще он счастлив или нет. Я не особо вдавался в подробности и не особо вдавался вообще в значение этого слова. И никогда не думал, на самом деле, насколько я счастлив. И какие моменты у меня были в жизни, чтобы я говорил, что в этот момент я счастлив. Я, наверное, скажу банальную вещь, но жизнь человека — это как зебра, череда белых и черных полос. И не зная, что такое плохой момент жизни или какой-то негативный, мы никогда не научимся ценить тот момент, который мы называем именно счастьем. 2015 год. Поезд из Рима везет меня в Венецию. Везет исполнять какую-то неадекватную немного мечту. Мечтала девочка побывать на могиле Бродского. Жила и мечтала, читала и мечтала, писала и мечтала. Выхожу на Венецианский вокзал. Минут 40 еще нужный транспорт до этого острова, до этого кладбища. И как-то вот постоянно сама себя подбадриваю тем, что ты сейчас делаешь что-то невероятное. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. В Малом театре сцена на Большой Ордынке. Актеры Русдрама показали «Пастух Махас» по новелле Фазили Искандера. С 1 по 4 декабря проходят большие гастроли Русского театра драмы имени Искандера в Москве. Театр представляет московским зрителям 5 своих лучших спектаклей. Нет слов, настоящий успех на сцене Великого Малого театра. Гастроли театра имени Фазили Искандера в Москве стартовали спектаклем «Пастух Махас». Не надо ничего говорить, все на этих видео. Счастливы ли мы? Да, говорится в официальном телеграм-канале театра. Премьер-министр Владимир Делба подписал распоряжение в целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от самостоятельной вырубки в предновогодний период и период проведения новогодних праздников. Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений и пресечению фактов самовольной рубки. Государственному таможенному комитету поручено с 1 по 31 декабря каждые 3 дня представлять в МВД сведения об объемах ввезенных в Абхазию ели и пихты, а также об импортерах. Администрациям районов и Сухума рекомендовано использовать искусственные елки для проведения новогодних праздников. Праздник к нам приходит. Главную елку страны начали собирать на площади Свободы в Сухуме. Мы 2 дня подготавливались, раскладывали детали по схеме и вчера начали строить каркас. По нашим подсчетам, в течение недели завершим строительство каркаса, рассказала спутник, специалист по благоустройству Управления госхозяйства столичной администрации Кама Кутелия. Она напомнила, что в этом году елка будет на 12 метров выше, чем в прошлом, 30 метров. Для нее уже закуплены новые игрушки. На площади Свободы подготовлено праздничное оформление. Новогодняя ярмарка также остается, будет больше посадочных мест, больше лавочек, потому что это была просьба наших горожан, добавила специалист. Глава администрации столицы Тимур Аграба и его заместитель Константин Тарба проинспектировали установку главной елки страны. Торжественное открытие главной елки намечено на 23 декабря. Тимур Аграба отметил, что приоритетом является безопасность и профессиональная сборка конструкции. О спорте. Инар Кетия стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе, проходившем во Владикавказе. В весовой категории до 70 килограмм Кетия в решающей схватке за 3-е место одержал победу над представителем Кабардино-Балкарии Рустамом Кажаровым со счетом 3-1. Турнир, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева, проходил во Владикавказе и собрал более 250 участников из России, а также Канады, Венгрии и Азербайджана.
Абхазские спортсмены завоевали призовые места в личных и командных дисциплинах на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою и универсальному бою лайт среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, сообщает Госкомспорта. Сборная Абхазии заняла 3-е место в командном первенстве по универсальному бою «Классика» среди мужчин. В соревнованиях участвовали более 1000 спортсменов из 32 стран, включая Абхазию, Бенин, Казахстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Тунис, Сирию, Турцию, Узбекистан, Центральноафриканскую республику и Южную Осетию. А в завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 3 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков. Атмосферное давление высокое, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15, температура морской воды плюс 15, волнение морской воды умеренное и слабая, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.